Выкажево реконструирует фамильное кладбище Ужаховых. Это уже третий этап программы по ремонту и благоустройству кладбищ в республике. Напомню, проект реализует группа «Сафмар» Микаила Гуцериева. Какие работы включает реконструкция объекта, расскажет Адам Мережков. Это фамильное кладбище Ужаховых лежит на холмистой местности и на виду у всех проезжающих по федеральной трассе Кавказ. Могилы усопших тянутся вверх по возвышенности, и из-за этого на некоторых этапах благоустройства рабочим приходилось нелегко. На труднодоступных для спецтехники участках, например, монолит для новой ограды заливался вручную, попутно расчищая кладбище от кустарников и деревьев. Благоустройство места захоронения здесь начали в мае текущего года в рамках договоренностей предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева и главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. На месте ход строительных работ проверил представитель группы «Сафмар» Микаил Тумгоев. А с этой стеной что собираетесь делать? Мы да? мы его просто мы его будем заново клеить обратно. И да, помещение, инвентарь отдельное. Взламывается и полностью в ремонте. Как и все другие кладбища в республике, это место захоронения благоустраивается полностью и капитально. Будет установлено высокое и крепкое ограждение. Вход на кладбище теперь будет с двух сторон для удобства посетителей и сопровождающих усопшего в последний путь. В непогоду идти по грязи больше не придется. Здесь уложат тротуар, рассекающий кладбище, проложат подъездную дорогу к месту захоронения и создадут парковочные места. Около Азмаялри площадки около 900 квадратов стоянка для автомобиля. Ворота жин, тексаня хатбо 70 метров. Уз хачбо 130 метров. Уз хачби. Вот это цех площадки, да, умлахты, да, нахбо мотиге. Стоянка для автомобиля. Да, это цех площадки. Так черт из дороги ханисе, да, ушмел да черт дороги спуск халара, дороги наклоняться до цех, черт же, это вот. Гены же доходят около баргой, ар за территорией гены доходят кустарника я рос, прилегающими есть. Это дает что-то. Сорняк весь убираете. Конечно. Да? Реконструируют и место отдыха посетителей. Уже обновили ступеньки, ведущие к навесу. Теперь здесь брусчатка. Территорию к тому же еще и озеленят. Заборы около 800-900 метров забор, полностью по периметру. Метровый, полметра. И полностью очистки, очистки, варите, восстановите полностью грунтовки, кованые, изделия от отъехки. То, что слабо держится, даёк идешь, вы будете менять и новую вставлять, где нужно, где необходимо, правильно понятно? Да, это мотик, полностью реконструкция. У золдания туй живее. С двух сторон идут туи. Вот эти два убираем, а тут 3-метровые пойдут вот до сюда. То есть получается у нас в ряд идут деревья. Да, 3-метровые туи желательно, с двух сторон. Благоустраивается кладбище на средства фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии. Главный критерий в этом вопросе, который поставил перед рабочими предприниматель и меценат Микаил Гуцериев, так это создание максимальных удобств для посетителей. Полный капитальный ремонт отдельное помещение туда инвентаря. Важно вспомнить, что в сентябре прошлого года, в день открытия 2 кладбищ в селе Барсуки, старейшины обратились к президенту группы «Сафмар» Микаилу Гуцериеву, озвучив просьбу отреконструировать фамильное кладбище Ужаховых. Тобуну просит дех хугур навасын уйқиялас я кельту космический ан аевашайла план айқи бурукалар меттигетха. Ответ не заставил себя долго ждать. Было принято решение незамедлительно включить фамильное кладбище Ужаховых в третий этап ремонта и благоустройства кладбищ в республике. Было неоднократное обращение к Микаилу Саварбековичу Гуцериеву от населения. Просили именно уделить большое внимание этому месту. Поэтому Микаил Саварбекович дал распоряжение, обратить внимание, прийти, отремонтировать, благоустроить. Ну, как и другие кладбища, которые мы делаем в республике, очень красиво, качественно, что мы и делаем. Это третий этап по ремонту и благоустройству кладбищ в республике Ингушетия. Первый этап мы сделали 42 кладбища, в 2023 году, в 2024 году мы сделали 28 кладбищ.
И вот в этом году в планах у нас 21 кладбище, 20 кладбищ мусульманских, и не так давно мы обнаружили в Малгобекском районе еще одно православное кладбище. И его тоже внесли в план 25 года отремонтировать и благоустроить. И вот 26 год остается порядка 10 кладбищ на равнинной части Ингушетии. И мы переходим уже, тоже в 26 году перейдем в горную часть. В горной части порядка 33 кладбищ. Это есть большие, есть маленькие кладбища, то есть разные кладбища. И планируем в 2026 году завершить всю программу, которая выполняется сегодня через фонд «Сафмар» и «Возрождение». То есть по завершению масштабной программы по ремонту и благоустройству мест захоронений будут отреконструированы все кладбища в республике, как мусульманские, так и христианские, а их более 100. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магаз 24.